Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно», канал Якутия-24, и с вами Петр Цепандин. Мы находимся, как обычно, в ресторане «Мусхая» в гастростудии, и к нам сегодня в гости пришла многодетная мама, домохозяйка, домашний пекарь Дария Колосова. Дария, здравствуйте. Здравствуйте, Петр. Да, спасибо, что вы приняли наше приглашение прийти к нам в гости. Я смотрю, у вас так много ингредиентов, всего зелень, самое главное мясо, я вижу, лежит фаршик. Здорово, что вы будете готовить, чем вы к нам, как говорится, пожаловали. Спасибо большое за приглашение. Очень мне нравится ваша кулинарная студия и передача. Так, и круто. сегодня я хочу приготовить японские пельмени гёдза. Хочу показать полностью процесс, потому что это очень вкусно. Я знаю, очень. Да, очень вкусно. Но злоупотреблять тоже не стоит, потому что это жирно. И Жирно. также Потому что они жарятся. Да, потому Да. что это нужно будет жарить. Да, также я хочу приготовить, конечно же, я выпекаю на закваске, поэтому обязательно я хочу показать свои фирменные Закваски. бельгийские вафли на закваске. На закваске. Да. Но немножко это что-то другое, которое вроде как не бельгийскими там связано, потому что же бельгийские делаются, обычно же дрожжевое же, да, тесто делается? Ну, Или нет? не совсем, да. Не совсем, да? А, да, ну хорошо, может быть, я В процессе путаю. я покажу. Ну что, передача у нас 45 минут, нам нужно успеть, давайте начинать. Хорошо, давайте. Ну и я знаю, вы работали в совершенно другой сфере, и раз резко вы стали этим. Какие метаморфозы такие произошли? Что случилось? Можно Сразу мне водичку? это интересно. Что вам нужно? Водичка мне нужна. Водичка? Комнатная температура. Да. Водичка Куда комнатной мы его температуры. убрали? Ага. Так. Да, я свою работу начинала в офисе, сидела в отделе кадров очень долгое время. Все было очень стабильно, все было, конечно, хорошо, привыкла. И потом я познакомилась с закваской. Звучит как-то так немножко странно, но Я познакомилась с закваской и влюбилась в закваску и ушла с работы. Не, ну вообще звучит как это, что-то странное. Ну ладно, так. Ага. Так, и мне нужна будет соль. Соль. Да. Соль, вот, держите. Так, соль. Покрутить надо. Мгм. Так, мы сюда положили 300 миллилитров воды комнатной температуры, положили 3 столовые ложки кукурузного крахмала, и сейчас я высыпаю муку. Муки Вы нам любите понадобится. делать, прямо я вас с собой смотрю, весы и все прочее, ну то есть вот конкретно поэтому, да? По технологии. Да, я люблю, когда все четко. Ага. Ну, я знаю, вы любите же готовить. Я прямо обожаю готовить. Я очень люблю готовить. Вашему мужу жестко повезло. Да, Не не все только- любят готовить. Не только мужу, Да. но и детям, считаю. Ну да, идите. Мгм. Так, замешиваем тесто. Замешиваем тесто и оставляем его час отдыхать. За это время можно Ну, мы сделать фарш. мы возьмем паузу, ничего страшного. Да. Чтобы тесто подошло, я знаю, так в пакет складываете, все прочее, да? Да. Тесто получается такое неоднородное, да, вроде бы. Такое рыхлое, не пластичное. Но мы сейчас его будем месить руками, и оно будет уже совсем другое тесто. Сейчас я вам покажу. Прямо Как как делать? фокус. Фокус-фокус. Да. Итак, возвращаясь к разговору о закваске. Что Так. же действительно должно произойти в жизни человека, чтобы человек познакомился с закваской и бросил свою вроде как бы Любимую стабильную традиционную работу? Да. Ну, как сказать, закваска, оказывается, очень меняет жизнь человека. И меняет самого человека. Вот у меня стоит закваска, можете посмотреть. Ну вот стоит, да? Да, которая изменила всю мою жизнь. Ага. Ну подробнее тогда, что такое Да. закваска вообще? Закваска Ну, многие знают, это- женщины наверняка знают. Да, женщины точно знают, и наши бабушки все пекли хлеб раньше именно на закваске. То есть, помните, наверное, может быть, бабушки оставляли в большой кастрюле чуть-чуть теста, и на следующий раз тоже они месили там же. То есть это получается закваска. Ну, следуя аналогии, это как
сорат, да? Да, Сорат да, сделали, как чуть-чуть оставили, туда залили молоко Да. и превратилось в сорат, потом докушиваешь, чуть-чуть остается. Потому Да, что меня всегда совершенно. ругали, говорят, ты что, опять до конца не съел? Иди, говорит, Да, да, бегай да. с соседями и все прочее. Да. Из этой серии, да, Из этой получается, серии, да. Проще говоря, закваска это просто мука и вода. Ну да. Мука Но и она вода. как бы Но- чуть-чуть побродившая. грубо Да, говоря. это побродившая, можно сказать, Субстанция. да, субстанция муки с водой. Она бродит там около 10 дней. За ней нужен уход постоянный. Моей закваске, кстати, 5 лет. И я хочу, чтобы эта моя закваска передалась моим детям и дали внукам. Ничего себе. У меня 3 дочки. Некоторые люди же как бы это садят дерево в день рождения, ну условно сына, да? Да, Потом да, да. говорят, вот этому дереву, это наше многовековое дерево, это там прапрадед водорил, а вы хотите, чтобы у вас закваска была? Да, я То хочу, есть вы чтобы закваска уезжаете в осталась. командировку или куда-то Да. там на отдых с закваской? Или кто-то там, пока вас Нет, нету, у меня обычно же есть- у кого кошки там оставляют Да, да. соседям, да? А вы где-то оставляете, чтобы... Я оставляю своей старшей дочери. Старшей дочери 20 лет. Она у меня отдельно уже живет. А, ну взрослая. Она уже взрослая, работающий человек и знает уже, как ухаживать за закваской, как ее кормить. Ее постоянно нужно кормить. Да, но она не говорит, говорит, ну мама, типа, нет? Нет, Да, она тоже любит эту закваску. ну не так сильно, как я, но просто она Просто очень ответственный человек. Ответственно Да. относится. Вот. Итак, тесто, я смотрю, Тесто уже у меня какое. готово, да. Мы пока Мы его его тогда- откладываем ровно на час. Итак, мы поставили наше тесто, да, точнее ваше тесто. Да. И сейчас что нужно делать? Так, пока наше тесто отдыхает, Ага. мы сейчас будем заниматься начинкой. Так, Так, я Ну, принесла. мясо. Да, да. Давайте я помогу вам, вот так освобожу, да? да, давайте. Чтобы на камеру Чтобы нашим было телезрителям удобно. было лучше и виднее есть. Да. Вот делить тоже можно будет убрать. Если хотите, Да, я могу пожалуйста. вам чем-то, может быть, помочь. Ну, Да, и- конечно. Мне не- очень нужна будет помощь. Почистите, пожалуйста, и порежьте лук. Так, ну хорошо. Это дело я не люблю. Так, и мне столовая ложка нужна будет. Столовая Можно, ложка. Да? Да, и ножик. И ножик. И ножик, да. Да, есть якутский, есть вот такой. Вот такой подойдет, обычный, Хорошо. классический. Так, смотрите, мясо я принесла фарш уже готовый. Мне кажется, для гёдза отлично подходит фарш из Говядины. жеребятины. А, наоборот, да? Наоборот, Ага. из жеребятины. Ага. Мне прямо жеребятина очень импонирует. Так, и сейчас мне нужно будет порезать пекинскую капусту для сочности. Можно мне? А, вот это я. Да, пекинскую Возьмите, капусту. сколько нужно. Хорошо. Так, пекинскую. Лук весь надо порезать. Нет, лук половинку. Половинку. Половинку только. Насколько мелко? Очень мелко. Постарайтесь, пожалуйста, очень Ну, у мелко. меня супруга все время ругается, что говорит, а что так крупно ты режешь? Я говорю, крупнее же вкуснее. Нет, я люблю, когда мелко. Пекинскую капусту режем тоже мелко, стараемся очень мелко. И сейчас будем приправы добавлять. Что делается в начинку? Мясо. Так, Капуста. в начинку, да, мы кладем пекинскую капусту, лук репчатый, чеснок добавляем, имбирь, рисовый уксус и соевый соус. Ну, это классический такой японский рецепт, да? Это, да, классический японский рецепт. И гёдза, оказывается, еще говорят китайские пельмени почему-то. Но я читала, что, оказывается, в Китае есть пельмени, которые называются цяоци, и они наподобие тоже гёдза. Но там тесто поплотнее, и они готовятся на пару. А мы будем жарить. Мы будем жарить, потому Да. что жарить всегда вкуснее. Я беру китайскую приправу, мне она очень нравится, чили. Ну, это острый перец. Да, Китайский. Да, китайский. Так, И будет остренько, да? да, будет остренько. Так, добавляем еще имбирь. Смотрите, мы же очень часто заказываем со службы доставки роллы, суши, да? И остается у нас очень много имбиря. Я его никогда не выкидываю. Ну, потому что это вообще же, тем более в наш век такой постковидный, вообще считается, что имбирь очень же это, Полезный да, для и иммунитета. полезный, да.
Да. Мы его мелко-мелко тоже порежем. В принципе, может в начинку и... Я уже плачу, я же говорил. В начинку можно и добавить сушеный имбирь. Бывает же сушеный имбирь. А можно и свежий. Можно и свежий, да. Так, добавляем теперь сюда соевый соус. Так, соевый, вот он. Так, рисовый уксус. Так, тут достаточно будет 3 столовые ложки соевого соуса. Вы заметили, я не добавляю сюда соль. Ну, соевый его у него Да, заменит. Да? да. Поэтому? Да. Угадал. Можно уксус, пожалуйста? Уксус тоже, да? Рисовый уксус. Так, рисовый уксус, он придает такую нотку, немножко японскую нотку. Так, можно мне лук сюда? Лук, да, но это как надо Лук. ухитриться его забрать. Сейчас, подождите, у меня руки заняты чесноком. Так. Так, у вас 4 дольки есть, да? Да, Хорошо. вот так хитро поступим. Так, Вот так сделаем и оп, 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 оп. Держите. так. И оказывается, пекинскую капусту еще блендером перемалывает, Мгм. пекинскую капусту. Но мне нравится больше, когда она такая, знаете, не кашицеобразная, да, а именно чувствуется, когда ты его кушаешь. Ну, то есть порезанная чисто, да? Да, поэтому я его не стала перемалывать. Так, начинка у нас почти готова. Подождите, чеснок. Остается нам, да, добавить. Чеснок туда же пойдет, да? Да, прямо сюда, тоже в начинку. Ну, это слабое звено, я не успеваю. Так, теперь порежем зеленый лук. Я люблю, когда он присутствует в начинке. Мгм. Мелко порежу свежий зеленый лук. Теперь я, наверное, буду плакать. Теперь вы. Давайте все. Так, и почти у нас начинка будет готова. Теперь И начинку еще тщательно раз. перемешать. Да, нужно Соль, тщательно сказали же, не перемешать. добавляйте, потому что Соль соевый, не да? добавляем, да. Очень много и приправы острой много, поэтому не добавляем тут соль. А как вы узнаете, что готово? Потому что вы конкретно по технологии, да? Ну, нужно пробовать на самом деле. Ну, так чуть-чуть, да. Да, ну это же ребятина, поэтому можно еще попробовать. Мгм. Без- Так, все. Все. Да, все. Теперь залепку. Да, сейчас будем уже приступать к лепке. Это тесто наше уже отдохнуло. Вот сюда можно. Так, смотрите, какое такое пластичное, да, тесто у нас получилось. Мне нужен чистый нож, наверное. Да, возьмите вот этот. Так. И сейчас будем уже приступать к лепке. Такое тесто Делаем действительно как такие- пластилин качественный. Да, делаем такие, формируем колобочки и будем сейчас лепить. А вы мне будете помогать в лепке? Ну, я не знаю, я посмотрю, как вы, может быть, у меня что-то получится. Конечно, Все получится. вручную делается. Все вручную, да. Мы обычно дома с семьей, на выходные лепим, с детьми. Ритуал, да, семейный? Да, и поэтому Расскажите у нас... о семье, кстати. О семье? Да, тем более вы многодетная семья. Да. Так, Как родилась семья ваша? как родилась наша семья, да? Ну, у меня 3 детей, 3 девочки, поэтому я им прививаю любовь к готовке своим примером. Я очень много готовлю, мне очень нравится процесс готовки, поэтому дети это видят, и мне кажется, они тоже будут любить готовить как мама. Так. Все, и теперь лепим. Смотрите, тесто такое пластичное, и оно не требует подпылки мукой.
абсолютно. Мгм. Поэтому очень удобная в этом плане. Давайте, вот же скалка ваша, да? Да, ещё? Давайте это я- маленькая скалка, тоже попробуйте. Делаем тоненькое тесто. И начинки делаем много. Ну, это здорово. Так, и лепим защипами с одной стороны. Придаем такую форму, знаете, полумесяца. Ну, классической. Да. Так. Так, у меня что-то как-то это не очень, Получилось? не очень шибко. Получается, у меня почему-то треугольник хочет. А, я понял, у меня потому что доска, она чуть-чуть вогнутая. А. Из-за этого получается, что не все области за... Вот. Так. Все. И таким образом нам нужно всю слепить. Есть у вас какое-то фирменное блюдо? Вы же говорили, что готовите очень много, любите Да, готовить. и фирменное всё прочее. блюдо. И либо то блюдо, которое дети больше всего обожают. Фирменное блюдо – это торты. Да, я немножко еще кондитер. Но вы домашний пекарь, ну как это все равно же как мучные Да, изделия. но моя вообще деятельность начиналась, наверное, с тортиков. Мгм. Когда я в 2016 году ушла в декрет с третьей дочкой, Мгм. и я сидела дома, и мне было дико скучно. Просто сидеть дома, ничего не делать. И мне однажды муж сказал: Дарья, говорит, ты же очень вкусно готовишь тортики. Какие тортики, говорю? Тортики, глухариное гнездо. А глухариное гнездо, тортик, у меня в детстве пекла мама. И говорит: давай ты тоже займись тортиками. А в то время, помните, в социальных сетях очень много девочек, ну, такие молодые мамочки, да, которые сидят дома, в декрете, с детьми, пекли тортики. Мгм. И я тоже начала с домашнего простого тортика глухариное гнездо. И потом начала уже печь на заказ свадебные, юбилейные, большие тортики в рестораны. И потом в 2019 году, уже когда ребенка исполнилось 3 года, вышла на работу в офис. Мгм. Ну, то есть вы специально делали это все на заказ и все прочее, да? Да, да, потому что мне это очень нравилось. Мне нравилось, что чем-то я занята, что я могу принести людям радость Да, в быть виде полезной, тортика. Да. Это же офигенское чувство. Да. Ну и плюс дополнительный заработок получается. Да, да, мамочки, которая сидит в отпуске. Это было плюсом. А насчет фирменного блюда мы, по-моему, это... Ну, тортик. тортики. Да, Тортики. Я вообще обожаю готовить тортики. Очень вкусные торты А у муж меня тоже кушает получаются. тортики? Конечно. А, да? Они у меня вообще великие сладкоежки, все домашние. Ой, да? Мгм. А вот сейчас тенденция такая, да? Ну, как, многие говорят, что АПП, правильное питание, все считают там КБЖУ и все прочее. Как ваша семья к этому относится? Ой, жить вообще вредно, если честно. Поэтому я к этому вообще спокойно отношусь, никогда не считаю ни кубжу, ничего. Просто главное следить, чтобы, не переедать, допустим, так же, да, не злоупотреблять. Это не значит, что у меня фирменное блюдо, если тортики, мы каждый день его кушаем. Мы кушаем просто, редко, но... Через день. Раз в неделю тортик. Нет, По выходным, воскресеньям. нет, по праздникам Ага. большим. Так. Да. Но просто мне нравится процесс готовки торта. Свое некое таинство, да? Да. А вообще я готовить начала, оказывается, с самого детства. Я вот недавно сидела и вспоминала. Говорят же, если во взрослой жизни там хочешь найти себе какое-то увлечение, да, хобби какое-то, то вернись в детство и вспомни, что тебе нравилось в детстве, да. Да. делать, да. И я подумала, и оказывается, в детстве я же выросла в Татинском районе, в деревне, росла в деревне, в селе Тыкёль. Это центр. Это центр, Я много да, раз был там, райцентр. Да? Так, ага. Вот. И там, когда мне было, наверное, лет 10, да, мама заказывала
книги. Помните, было такое время, или книжных магазинов не было, или это из-за того, что деревня, не знаю. Книга почты. Да, книги почтой по Да, почте книга заказывали. почты, да, специальное такое приложение было. Да? Ну, да. Вот. И она заказывала и классическую литературу, художественную литературу, да, и в том числе она заказала одну книжку, которая, эта книга была прямо моей настольной книгой, называлась она «Выпечка на каждый день». Такая толстая книжка была, и я ее прямо сидела и все читала. Там без картинок, без ничего, чисто тексты и рецепты одни, Одна и из первых, технологии. получается, потому что в конце уже начали появляться такие цветными картинками, Да, красочные да, и все да, да, прочее. иллюстрации потом уже Иллюстрации. начали появляться. А в то время не было. И прямо это была моя настольная книга, и я прямо вечерами Повторяла каждый рецепт. вечерами сидела и изучала все эти рецепты. Ну, И тогда я очень интернета хорошо не было, готовила. да, скорее всего. Да, и я Да-да-да. готовила, научилась готовить именно по этой книжке. Мгм. А в летнее время мы же играли все с соседскими детьми на улице, да? Ну, как сейчас, телефонов ничего, смартфонов ничего не было, конечно же. Ну да. Дети все на улице. И Лапта доскал, писал. да, да, да. И в лапту играли. А я все время готовила. Я все время готовила эти советские печенья, белки, орешки, вафельки хрустящие. И ко мне вся соседская детвора приходила, и все они кушали. И я была очень довольна, что детям нравится. Вот с тех пор я прямо Значит, это люблю. реальное призвание. Не знаю, но у меня мама, она тоже очень вкусно готовит. Она у меня медик, проработала всю жизнь в медицине, но она тоже очень вкусно готовит, вообще очень вкусно. И мамины сестры, вот родные сестры, да, они все пекари, кондитеры. Тетя Марьяна у меня работала в этой кондитерской кулинарии. Прямо такие тортики пекли раньше. На мой день рождения на тортики пекла, очень вкусно было. И все это, оказывается, отложилось у меня в голове. Ну да. Воспоминания из детства, да. Ну, Да. То есть работа в отделе кадров была, ну, скажем так, немножко отступлением, да? От того Да. правильного пути, который, ну, собственно, следовало выбрать изначально. Ну, возможно, да, возможно, но отдел кадров и моя любимая авиакомпания «Якутия» мне для моей жизни тоже очень много дало, конечно. Очень много хороших людей, знакомства, Новые знакомства. новые города, новые впечатления, хорошие люди. Поэтому я очень тепло вспоминаю свою бывшую работу. Дарья, значит, вы работали в авиакомпании «Якутия», да, ну, наверняка по работе много ездили, путешествовали, да? Мгм, да. Да, а запомнилась какая-нибудь кухня каких-нибудь других республик, других стран? Да. Так, в 2012 году мы полетели с мужем на авиакомпанию «Якутия» в Харбин. Мгм. Тогда поездки такие, ага, Да, Китай. в Китай. Тогда Китай был открыт. И сейчас открыли, кстати. Ну, Я сейчас ушла, открыли. И То откроет, то закроет. Ну, да. да. И мне очень понравилась тогда китайская кухня. Кстати, мы тогда с мужем все время эти китайские пельмени же кушали. Гёцэ, да. Ну, не Потому что- гёцэ, какие-то, да, ну да. другие, но все равно они были жареные, очень вкусные, сочные. Так, ну что ж, у нас остается последний пельмешек. Или не будем его делать, да? Всё, Давайте, я предлагаю достаточно. уже приступать к жарке. Давайте. Да, 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 да. Так, растительное масло мне Да. нужно будет. Понадобится масло. Все. Масло наливаем чуть-чуть. 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 Точно? Да? Да? Совсем чуть-чуть. Так, и ждем, пока прогреется у нас масло. И будем жарить. Если хотите, можете его растереть. Специально такая Так, давайте. лопаточка есть. Ну что, ответственный момент. Беремся за Да, жарку. всё уже. Масло наше уже. Прогрелось. Ага. Так, раскладываем наши пельмешки. Таким образом. И тут главное не упустить момент важный. Так, а он какой? Что там должно Так, произойти? водичка у нас готова? Водичка? Водичка у нас готова, вот она. Так.
Должно донышко приготовиться. Поджариться. До румяности. Ну, так, и смотрим. Я оператором отдам. Пока рано. Так, тут уже подоспело, а тут, видите, Ну то есть неравномерно, да, потому что сковородка у нас большая, так. из-за этого может Ставим быть. так, наверное, да? Светлая. И смотрим. Смотрите, вот такая прожаристая должна быть. Ага, и после этого что? Все, уже можно заливать воду. А мне не это? Ой, аккуратно. Еще. Еще? До середины, полностью куда-нибудь. Все. Так, да, все. Ну что, немножко мы тут устроили, Бардак. ну не бардак, скажем так, но не без этого, как говорится, да? Да, донышко проджарилось, Да. и теперь И оно теперь ждем, когда выкипит вся вода. Да, когда По идее, выкипит. нам нужна была крышка, Крышка, да. чтобы верх у нас тоже приготовился полностью. Верхушка пельменей. Да, но у нас крышки нету. Крышки нету, да? Да, у нас крышки Ладно. нету. Ну можно вот это Сейчас я тогда- взять и положить. Можно, да? Конечно. Ну Она же давайте, чистая. давайте, Вот так, хитро. Оп. давайте. Сейчас я тогда предлагаю, дырочку немножко оставлю, да, чтобы пар выходил. Сейчас я тогда предлагаю уже поставить тесто для вафель. Для вафель. Да, давайте. Давайте. Так, Что мою нужно? закваску большую, пожалуйста. Так. Так, я возьму миску. Так, вот смотрите, моя закваска я принесла специально в огромной банке. Пятилетняя. Да, пятилетняя. Прямо ту, которую вы холите или, Да. или леете Как 5 лет. аромат. Ну, пахнет как закваска, я бы сказал. Потому что я знаю, что это такое, да. Моя супруга тоже какое-то время этим занималась, да. Здорово. ППшные хлеба, потому что, говорит, это вкусно, это, говорит, Полезно. без дрожжей, там что-то это. Нет, на да. самом деле, вот, Дарья, для вас, для вашей семьи, вот конкретно закваска, я понимаю, что она поменяла вашу жизнь, да. Ну, то есть вы были Да. работником офиса, стали раз, я не знаю, как, домашний пекарь, ну, Да, человек закваска. просто человек любитель да. выпечки, готовить, да. Что она, ну, в чем отличие самое принципиальное, может быть? Самое отличие – это польза. Это польза, потому что тут у нас находятся полезные очень бактерии, которые из муки, из муки выделяют все полезные минералы и витамины. Представляете? И вот моя закваска, в которой есть все полезные бактерии. Но это не совсем правильно, когда люди думают, что в закваске нет дрожжей. Тут есть дрожжи, но они живые, полезные для человека. А не дрожжи такие, которые прессованные, да, которые в магазинах продаются. Вы представляете, я больше года назад отучилась на хлебе, на закваске, и с тех пор не покупали в магазине хлеб. Уже отошли от этого? Да, уже отошли. И когда, оказывается, не ходишь за хлебом, ты не покупаешь никакие эти сопутствующие продукты, которые не нужны тебе. То есть закупаемся в оптовке раз в месяц, да, грубо говоря. Мне нужен этот большой мешок муки, и все у нас есть. И хлеб дома готовите сами? Да, и хлеб дома готовим. Ну, то есть самая главная полезность это самое главное преимущество это полезность. Это польза, да, и ароматика хлеба на закваске, она совсем другая. Это реально пахнет хлебом. Хлебом как из детства, как из пекарни с детства. Прямо совсем это другое. Так, и видите, закваску я положила. Положила я 2 яйца, сахар где-то у меня должен быть. Да, вот он. Сахар. Так, добавляем сахар. Тоже строго по весу. Да, по весу. Все. Так, готовим тесто. Для бельгийских вафель на закваске
И вы заметили, я не положила сюда молоко. То есть рецепт очень простой. Закваска. Закваска. Пару яиц. Да, пару яиц, Сода, я сахар, заметил. да, и сода, Сахар и и ванилин для вкуса. Мгм. Все. И растительное масло мне нужно будет. Чуть-чуть. Чуть-чуть, да? Чуть-чуть совсем растительного масла. А вы мне скажите, сколько я вам? Да. Все, стоп. Стоп. Так. И мне нужно будет масло, чтобы смазать мою формочку. Так, ну, Можно прямо с бутылки, ничего страшного. или возьмем вот такую пиалу. Давайте. Да, добавим, да. Да, совсем немножко. Кисточка же есть. Кисточка у меня есть. Все, и тесто такое получилось пышное, воздушное. Между тем мы включили вафельницу. Да. Кстати, внимательный зритель заметит, что мы поменяли крышку, да, потому что мы положили белое, потом посмотрели, что она уже вроде как негодна, и заменили. Так, нагревается. Чуть-чуть смажем растительным маслом. Дарья, а вот вы специально учились вот кулинарному чему-нибудь? Ну вот говорите же закваска, говорите, что полезно, какие-то такие эти моменты. Я знаю, что вы же и мастер-классы проводите. Да. Но Ну вот, как я и упомянула ранее, больше года назад я сходила на мастер-класс по хлебу на закваске. Мне это прямо затянуло, очень понравилось. И с начала этого года я решила для себя, что я буду уходить с работы и буду заниматься именно закваской, продвижением и обучением. И я уже провела несколько мастер-классов для мам, для бабушек, и мне это так понравилось. Очень нравится, оказывается, проводить мастер-классы, рассказывать. Вот в социальных сетях я открыла свой канал «Рецепты на закваске», и там я придумываю рецепты, выкладываю фотографии, все подробно описываю. И когда получаю отклик, обратную связь, да, что кто-то приготовил по моему рецепту блинчики, допустим, те же самые вафли, да, я очень радуюсь. Меня это очень мотивирует, меня это очень вдохновляет, поэтому мне нравится это дело. Так, формочка наша уже разогрелась. готово, да? Да, можно уже, Начать, как правильно, печь. да, выпекать уже наши Выпекать. вафельки. Мне нравится, когда вафельки, они такие, знаете, не полностью на формочку, да, а такие половинчатые маленькие. А, ну да, специально таким образом и делают, чтобы не были ровно Да. такие правильные формы Да, квадратными. Положили, положили, сколько, Вот. как говорится. Да. Тем более специальная форма под бельгийские вафли. Да, да. Так, а какие у вас вообще планы? Нету планов там, сейчас же как модно, кто становится диетологом именно по питанию, там, нутрициологом, да, образ жизни меняют? Или Нет, как? я так фанатично, прямо не фанатею, конечно, сильно в области питания. Я, ну, обычный человек, обычная мама, обычная домохозяйка, да, можно сказать. И я просто хочу в планах у меня обучать мамочек. Я хочу также вести кулинарную передачу. Мне это очень нравится. Конкуренция, да? Или следующую передачу смотрит, и так стоит ведущий не Петр Степанин, а Дарья Колосова, условно. Круто же? Да, вполне. Да. Ну, для вас круто, для меня уже нет. Так, все. Можно мне тарелочку, пожалуйста, да? Да, давайте. Под вафли. Они уже приготовились. Ух ты, как быстро. Да, очень быстро. Так, сейчас следующее. Мой любимый формат. Это осталось, по-моему, можно убрать. Следующие. Так, следующие вафельки пойдут. Пахло по-якутски. Да, и очень здорово, что с закваски можно приготовить все, что угодно, оказывается, не только хлеб. Я сначала вот прямо овладела хлеб, а потом начала уже придумывать свои рецепты. То есть можно и пиццу приготовить, можно и пирожки, можно и сладкую выпечку, да? Ну, то есть все, Поэтому что пекарское, все, что на муке. Да, все, что из муки, мы уже муку в сыром виде, можно сказать, да, практически не используем.
Поэтому, зная, что это полезно, полезно для наших детей, для будущего поколения, это очень здорово. И я очень хочу, чтобы все мамочки Якутии, нашей республики, овладели, как сказать, Ну, научились начали, готовить да, на начали все закваске. готовить на закваске. Но, Да. видите, получается довольно трудоемко. Тем более же не все готовы, как вы, 5 лет, как говорится, тусоваться с закваской или как? Нет, это когда привыкаешь, да, закваска очень такая, знаете, учит планировать, оказывается. Я такой человек была, что не планировала ничего, просто жила как есть и все, да, офисный работник, с понедельника по пятницу. И закваска меня прямо это научила планировать все. Даже так? Да. А когда я занимаюсь тестом, когда я вообще готовлю, да, меня это очень вдохновляет, меня это очень успокаивает, умиротворяет. И когда дома пахнет свежей выпечкой, это же аромат уюта, это же так здорово. Так, Петр, мне кажется, уже пельмени подошли. Так, Ну, можно уже убирать нашу крышку черную. Крышку черную убираем? Да. И ждем полного выкипания воды. Ага. Но огонь достаточный? Можно добавить. Даже добавить? Да, максимум можно поставить. Даже так, да? Да. Так, аккуратно. На 7 поставлю я. Да, и ждем, когда полностью выкипит. Ну да. Где-то красная, где-то зелень, да, пробивается. Да. Ну и похоже на правду, кроме вот этого. Кроме вот этого товарища. Да. А я вам предлагаю приготовить соус к нашим пельменям. Нам нужна маленькая пиалочка. Туда нужно будет положить соевый соус и чесночок. Это нам нужно для соуса к нашим пельменям. В пиалочку нужно будет налить соевый соус, добавить туда чеснок, посыпать немножко кунжутом и приправу острую добавим. Так, видите, у нас уже вода выкипает. И уже практически жарко происходит. Да, сейчас мы будем уже доставать. А как мне выключить? Вообще выключить? Ага, все. Или снять с огня? Все, выключили. Да, можно выключили, можно просто снять с огня. Ну, он же остывает быстро, да? Да, это остывает быстро, но все равно она... Потом нужно будет пельмешки переложить тогда в тарелку. Хорошо. Я пока займусь вафельками. Да, вы вафли дожариваете. Так, соевый сказали же, да? Да, соевый соус. Ну, много не будем. Так, туда чеснок. Мелко порубленный. мелко порубленный насколько чеснок. мог, я мелко это попытался Да. сделать. Так, и еще добавим китайской нашей приправы острой. А мы ее чуть-чуть отложили. Так, Так, чеснок. так, Еще чеснок. что? Приправы? Перец, да, перец. Переправа китайской. Так, да, и кунжутные семечки. Это вот так же? Да, также можно. Угу. Так, все, это нужно перемешать и пельмешки достать, выложить в посуду. Все, отлично. Так, нам по 5, а операторской группе по одному. Нормально, Так, да. Теперь Да. нам Да. нужно. Так, нам нужно посыпать кунжутными семечками. Где они у меня? Так. Кунжутными семечками кого посыпать? А, вот так даже? Да, вот так. Так. Это делается для аромата? Или- Это для красоты. И для красоты, ну и для аромата, да? Да. Вафли у нас готовы. Так, вафли у нас готовы, гёдза у нас готовы. Гедзы у нас готовы. Мы практически справились Практически, вовремя. да, на финише. Ну, слава богу. Да. Ну что, друзья, наконец-то у нас все готово. Мы немножко здесь прибрались. Гёдзе у нас готовы, вафельки бельгийские у нас готовы. Будем Самый пробовать. ответственный и самый волнительный момент вообще всей передачи. Ну, наконец-то можно попробовать. Я беру своего братца. Можете и красивого моего Ну, взять. давайте тогда вашу. Да.
Обмакиваете, да. Обязательно сюда. Да. И пробуйте. И скажете. Ну, вам тоже как приятного аппетита. Вам Пробуйте. приятного аппетита. Я попробую свои вафельки на закваске. Вкусно? Вафли тоже изумительно вкусные. Очень Ребята, это вообще классика. воздушные. Классика. Круто. Вообще круто. Даже, по-моему, соус немножко есть. Ну, это классно. Сочно, да? Бульончик. Бульончик, да? Очень Хорошо. сочно. Можно я эти все съем? Конечно, ешьте. Приятного аппетита, Петр. Да, спасибо большое. Нет, я могу стоять действительно бесконечно это все кушать, да. Передача наша подходит к концу. Дарья, спасибо, что были сегодня гостем, да, и у нас такая добрая традиция есть. Пожалуйста, вот на эту камеру пожелания для наших телезрителей. А пока я буду вот вашими Гёдзе. Хорошо. Уважаемые телезрители женского пола, наши любимые мамочки, бабушки, готовьте, пожалуйста, вкусную выпечку, полезную. И всем крепкого здоровья. Спасибо. А я еще раз скажу, что у нас сегодня была в гостях многодетная мама, домашний пекарь Дарья Колосова. Дарья, вам спасибо большое. Действительно очень вкусно. Блин, ну вообще Хорошо. Спасибо большое. суперский супер, да. А я Петр Цепандин, к сожалению, или может даже к счастью, мы заканчиваем нашу передачу, уходим за эфир. Будьте здоровы, друзья, кушайте всегда просто вкусно, а я продолжаю есть просто вкусно. Действительно, эти Гёдзе что-то с чем-то. Классическая классика.